Благотворительный фонд «Солидарность» продолжает творить добро. В сельском поселении Нестеровское двум малоимущим семьям, лишившимся крова во время пожара, сегодня привезли строительные материалы. И скоро они обзаведутся собственным жильем. Не остались в стороне также неравнодушные жители, местная и районная администрация. Залина Магушкова расскажет. 2500 блоков разгрузили во дворе Погорельцев. На этом самом месте чуть больше 2 недель назад находился барак, в котором ютились 2 малоимущие семьи. В один миг 8 человек лишились крова. Их временно приютили соседи. Они же помогли разобрать сгоревшие завалы. Марета Сатуева жила здесь с мужем и сыном. Женщина благодарит Аллаха, что никто не пострадал, ведь пожар произошел глубокой ночью. Старая электропроводка замкнула, короткое замыкание было. Это случилось с 5 на 6 ночью, 2:30 ночи. И совершенно случайно, у меня муж болел сильно, и мы не спали. И вот когда услышали треск, я побежала к соседям, что там, как. Ну, в общем, выяснилось потом, что у нас уже горит крыша. Уже трескался шифер, уже даже поздно было что-то самим делать. Вот. Потом срочно кто-то уже из соседей, тут девочка стала кричать, вызвали пожарных, они тут приехали, стали заливать, все, мальчишки помогали, мальчик один там упал даже. Ну, в общем, это что-то невероятно было в ту ночь. Вот. И потом, когда вот барак сам старый, и когда стали заливать пожарники, там вот это все уже стало рушиться, вот эти вот доски там. И потом, когда комиссия приехала, они сказали, что он восстановлению не подлежит. После происшествия в благотворительный фонд «Солидарность» обратилась районная администрация с просьбой оказать помощь. Фонд экстренно отреагировал на беду погорельцев. Он уже предоставил блоки, а далее планирует снабдить материалами для строительства крыши. Всего с начала этого года фонду «Солидарность» удалось помочь около 30 семьям. У нас таких случаев много. По мере возможности мы стараемся оказывать им помощь, поддержать их всячески стройматериалом, финансово погорельцев. Потому что это большая беда, общая беда для нас всех. Семьи, проживавшие в сгоревшем бараке, не в состоянии самостоятельно восстановить потерянное имущество. Понимая финансовое состояние малоимущих семей, им оказали помощь как местная, так и районная администрация, а также привлеченные спонсоры. Эти люди являются: одна семья – это многодетная семья, большая семья Костоевых, и вторая семья – это беженцы из Грозного, женщина, да, Мария Сатуева, муж ее беженец из пригородного района, является инвалидом. Соответственно, для того, чтобы оказать им какую-то помощь, мы обратились в различные организации, это общественные организации, частные какие-то лица согласились оказать им материальную помощь. Теперь лишь вопрос времени, когда погорельцы обретут новое жилье. Уже заложен фундамент под его строительство. И совсем скоро блочные стены начнут подниматься вверх. Дом будет качественнее нынешнего и чуть просторнее. Если погодные условия не помешают, предполагается, что к праздничным дням месяца Рамадан новый дом уже покроют крышей. Залина Магушкова, Адам Далаков, Новости 24.